Испытано на себе. Друзья, всем привет! Один из самых популярных зимних маршрутов в Якутии — это маршрут на полюс холода с Якутска до Аймикона. И сегодня я вас познакомлю с этим маршрутом поближе. Мы с вами, так сказать, прочувствуем на себе всю трассу, дорогу, все достопримечательности, которые можно будет увидеть непосредственно по пути в Аймикон. И, конечно, то, что можно испытать на себе непосредственно на самом полюсе холода. Сегодня я буду в роли водителя. Водитель, который везет группу туристов. Я не один, у нас 4 автомобиля и, соответственно, достаточно большая туристическая группа. Ну что, я даже не знаю, что ждет нас впереди. Давайте посмотрим. Начну рассказ с автомобиля. Chevrolet Tahoe 2003 года. Не совсем типичный для наших мест автомобиль. Если про японские Toyota уже все более-менее известно, то информации про этого представителя американского автопрома совсем немного. Особенно про его поведение на трассах в лютый мороз. К этому времени я уже с осени 2021 года данный автомобиль эксплуатировал без теплого гаража с предпусковым подогревателем Eberspecher. Tahoe показал себя с хорошей стороны в городском зимнем цикле. Теперь пришло время выехать на трассу. Но перед этим нужна была дополнительная подготовка. Так, ну что, выезд уже завтра. Соответственно, машину загнал в сервис, так как движение будет по трассе и, возможно, температура будет под минус 50 градусов, то, соответственно, на этом автомобиле затянули низ, утеплили. Машина достаточно хорошо утеплена, в ней нет проблем с какими-то холодами и так далее, то есть, но, тем не менее, низ нужно затягивать обязательно. Затянули, соответственно, брезентом. Следующий вопрос — это переговоры в колонии. Двигаться будет 4 автомобиля, и я как-то уже давно не соприкасался с CB радиостанциями, то есть радиостанции, которыми пользуются дальнобойщики, но, тем не менее, пришлось вытащить из сафаря старую радиостанцию Мегаджет, и единственное, что приобрел дополнительно, это антенну вот такую вот на магнитной основе. Сейчас попробую прикрутить, подать питание на рацию, и если, допустим, сегодня уже ребята двигаются с рациями по городу, настроить на их канал и проверить радиостанцию. Подключить дело нехитрое, антенна уже на улице. Пока завел вот таким образом, не крепил рацию, вход антенны, ну а питание подается через инвертор. Инвертор вот таким вот образом, через, соответственно, вот такие вот крепления, сейчас подключим в нашу бортовую электрическую сеть. Тут я не совсем понятно выразился, я решил временно подключить рацию. Плюсовой и минусовой провода я просто зажал барашками инвертора. Подключив его в прикуриватель, мы подаем постоянное питание на рацию и одновременно на навигатор. При необходимости можно подключить и сам инвертор на 220 вольт. Вчера я немного поломал голову и, соответственно, установил ее в более-менее таком нормальном месте. Она там не мешает. Соответственно, в ногах около правого колена. Все проверили, все работает. Единственное, вот гашетку не знал, куда повесить. Решил, как вот дальнобойщики, на такой резинке, на пружинке. В общем, посмотрим. Докупил еще зарядник на 12 вольт, то есть пассажиры, которые будут находиться сзади, я не знаю, вряд ли у них, наверное, есть автомобильные зарядки. В общем, если нужно будет, USB у нас тут есть. Также установил GPS-навигатор, в принципе, он тут уже прижился, можно сказать, без него никуда, и инвертор на 220 вольт, на всякий случай, если вдруг понадобится подзарядить более такую серьезную технику. Сейчас мы находимся около гостиницы «Азимут», ждем наших туристов, и как только загрузимся, двинемся в путь. Ну что, прошло 2,5 часа, как мы должны были уже загрузиться и выехать. Сейчас туристы только-только начали погрузку. Теперь я понимаю, почему туристические экскурсии, например, в том же Таиланде, они все четко по расписанию, то есть в 7 часов утра подъезжает машина, и все должны быть уже на месте. По поводу нашей туристической группы. Изначально я только знал, что они из Саудовской Аравии, и их 9 человек. Только уже во время поездки я узнал, что основа группы — это топовые блогеры-миллионники Саудовской Аравии.
Правда, их площадкой были не YouTube, Instagram или Одноклассники, а Snapchat, который очень популярен в Саудовской Аравии. К слову, Саудовская Аравия находится на 5-м месте в мире по популярности Snapchat. Если у обычных туристов главная цель – это отдохнуть и получить новые эмоции от увиденного, то у блогеров добавляется еще одна очень важная цель – донести до своих подписчиков информацию в виде фото или видео. То есть в приоритете изготовление контента. В течение всей нашей поездки именно создание контента внесло много корректив в программу тура. Вот, например, в первый же день с ледовой переправы через реку Лена мы развернулись и поехали обратно в Якутск, чтобы сделать в том числе и вот это видео. Если учитывать общую аудиторию подписчиков, то в среднем каждое их видео было просмотрено в пределах 20-30 миллионов раз. Уже под вечер мы начали свой путь на полюс холода. Первым пунктом был поселок Хандыга. Несмотря на то, что дорога до Хандыги идет больше на восток, чем на север, в пути мы стали замечать в небе небольшие всполохи зеленого цвета. Это было северное сияние. На переправе через реку Алдан мы сделали небольшую остановку, и я даже успел сделать пару фотографий. Ну что, мы прибыли в Хандагу. Сейчас час ночи. Туристы разместились в гостинице. Ну, а мы должны автомобили поставить тоже в теплый гараж, чтобы они немного отогрелись. Сейчас мы сами уже будем размещаться в гостинице. Завтра около 9-10 утра будем ждать готовность туристов и, соответственно, будем держать путь на Аймикон. Шевроле Тахо. Ну давай посмотрим. Как дает на ошибку педали, скорее всего. После простого механического сафаря приходится привыкать к кнопочному Тахо. Так, по приезду в Хандагу, как только мы остановили машины, компьютер снизил мощность двигателя, ушел в так называемую защиту. Судя по диагностике, причиной тому стала электронная педаль газа. Когда данные датчика на педали и на заслонке не совпадают, компьютер выдает ошибку. Причин может быть несколько, начиная от провода, который идет на массу, и заканчивая неисправностью датчика. Но мы решили, что в нашем случае свою роль сыграл холодный воздух, который длительное время поступал с улицы. Внутри воздуховода в районе дроссельной заслонки мог накопиться иней и после остановки начал таять и одновременно подмерз от входящего холодного воздуха, тем самым подзажав заслонку, что вызвало ошибку датчика положения. Я сам упустил этот момент и не вывел воздуховод под капот. В итоге мы слегка его отогнули и зафиксировали в таком положении, чтобы теплый воздух из-под капота попадал в двигатель. В общем, сделали ремонт подручными средствами. Скорее всего, это было верное решение, потому что в дальнейшем подобная ошибка не появлялась. Решили сделать вот так. Отодвинули просто воздухан. Он будет более-менее теплый воздух из-под капота брать. Больше тут вариантов пока нет. Все, пусть машина нагревается. Саня, вперед. Едем, забираем свои машины. Ну что, утро второго дня. Сейчас мы забираем машины в гараже и едем за туристами. Сегодня предстоит пройти еще около 500 километров с остановками, с фотографированием и так далее. Машина оттаяла. Так, что, прогреваемся. Вчера была ошибка у двигателя. Надеюсь, ее сегодня не будет. Так, пока не появилась. Все в штатном порядке. Да, автомобиль для наших мест достаточно такой редкий, но я почему-то в него верю. Вот. Всегда должны быть люди, которые будут проверять, испытывать все на себе. Вот. Ну, вчера, в принципе, машина вчера хорошо проехала весь маршрут, без нареканий. Вот только в конце была такая ложка дегтя в бочке меда. Вот. Ну что, буду держать вас в курсе. Надеюсь, что такого не повторится сегодня.
Интересно у них привычка. О, почему-то двери не закрывают, когда выходят из машины. No, danger, no. Почему не стоит? Первый такси. Дальнобойщик не остановится. Надо ехать, убежал. Последняя машина, его заберите, последняя машина. Ты говоришь, что тут небезопасно? Окей, фото, стоп. Мы достигли гор. Сейчас будут красивые пейзажи. Dangerous, опасный парень. Dangerous guy. Thank you. Вообще чуть на ходу не выскочил из машины. Кошмар. Вообще я ему говорю, опасно нельзя. Да. Я знал, что блогеры такие опасные ребята, но арабские блогеры, это, по-моему, можно умножать смело на 10 или на 100. Так, ребята окружили водителя УАЗика, делают контент.
سبحان الله على قمة الجبال هالبياض هذا ناظر تحت شوف النهار كيف يا الله شوف لونه السماوي. Так, ну что, мы прошли заячью петлю. Здесь минус 16, минус 16 градусов. Действительно, температура в горах меняется очень быстро. Где-то может быть и минус 16, а, например, через пару километров уже минус 40. К слову сказать, своим низким температурам Аймикон обязан именно горам. С вершин в долину, где находятся Аймикон и Тамтор, спускаются холодные потоки воздуха, которые и делают их одними из самых холодных населенных пунктов в мире. Так, ну что, ребятам потребовалось побыстрее приехать в кафе Куба. Тут есть интернет. Здесь наши блогеры узнали, что Wi-Fi бывает разный. Скорости хватало только на загрузку текста и просмотра фотографий. А их основная социальная сеть Snapchat даже не загружалась. Кафе Куба, знаменитое. 200 километров туда и туда нет ни одного кафе. У заброшенного поселка Кюбиме не только находится кафе, но и автозаправочная станция. По федеральной трассе Колыма следующая заправка только в Уснере через 250 километров. От Теплого Ключа мы также проехали 250 километров. Нам же нужно свернуть на Староколымский тракт в сторону Аймикона, где через 150 километров в поселке Куйдусун также есть заправочная станция. Бывали моменты, когда если света здесь нет, то берется такая специальная ручка и вручную колонка разбирается, и вручную водитель должен накачать себе бензин. Вот. Но на моей памяти такое было только один раз. Пожаловать в Аймикон. Так, ну что, друзья, мы прибыли в Аймикон, полюс холода. Давайте посмотрим, сколько здесь градусов. Но это значит, что пора одевать зимнюю одежду и быть, конечно же, готовым к холодным испытаниям. Мы разместились в доме. Вот такой вот, я забыл показать на камеру. Очень вкусный рис, каша, котлетки, масло деревенское, хлеб деревенский, варенье, салат. Все очень вкусно. И вот такой вот дом. Ну что, это утро третьего дня. Сегодня на улице пока не знаем, сколько градусов, но по ощущениям где-то около 45. Может быть, днем будет потеплее. Но сейчас наша задача, здесь у нас стоят два автомобиля, и мой автомобиль в другом гараже находится. Их забираем, приезжаем к туристам и, соответственно, ждем и увидим сегодняшнюю их
программу. Наш сегодняшний день мы проводим полностью в поселке Аймикон. Вот такой гараж, теплый, с печкой. С этой стороны дрова. Печка топится, а в гараже плюсовая температура. У Антона в машине здесь, вот видите, это 2 ГИС. На листочке нарисована схема маршрута до места расположения туристов. Итак, началась наша туристическая программа на полюсе холода. Первым делом мы посетили коневодческое хозяйство, которое находится в поселке Берекюрдя. В непосредственной близости от поселка Аймикон, является одной из достопримечательностей маршрута на полюс холода. Сюда часто приезжают туристы, чтобы поближе познакомиться с уникальной породой якутских лошадей. Михаил, сейчас что вы делаете? Ну вот это, косяк лошадей загнали и чистим. Это снега нынче много, и это, чтобы лед не превращался, снег чистим почти каждую неделю. Каждую неделю, каждую лошадь раз в неделю вы чистите от льда, от снега. Ну, от снега, чтобы лед не было, чтобы шерсть была сухая и чистая. Сколько у вас лошадей? Чтобы не... Всего 122, маточные 70. И это, молодняк, лошади есть, жеребцы. 8 косяков всего. Сложно ли содержать лошадей вот в таких условиях, очень суровых, морозных? Сама природа создала, чтобы здесь лошадь выросла. Здесь самый большой приплод берем по республике. Даже в советские времена было, сейчас тем более. 98 под 100% приплод берем. Я каждый год меньше 90 не беру, 80-90% подплода каждый год. И вот поголовье это быстро растет. Вот нынче я 15 жеребят выращиваю. Будет один косяк хороший. Якутская лошадь наиболее морозостойкая, имеющая подшерсток и шерсть длиной от 8 до 15 сантиметров. Даже зимой она может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами. В Якутии лошади живут на открытом воздухе круглый год, при температурах летом до плюс 40 и в зимнее время до минус 60 градусов. И пищу ищут самостоятельно. Каждый вожак держит свой табун от 18 до 24 кобыл и жеребят. Такой семьей животные и пасутся. В табуне Михаила у каждого жеребца по 16 кобыл, которые дают приплод в 15 жеребят. Коневодство у нас на северо-востоке развито, что в Аймиконе, что в Верхоянске. Если годы зимовка идет хорошая, то вообще без малых затрат будет. Можно брать это. Без малых затрат идут это. А сколько лет вы занимаетесь коневодством? Я сам с Иркутска родом. Меня отец посадил 3 года. Как начал только ходить, и уже на лошади был. Но здесь, в Якутии, сам приехал в 87 году, в августе месяце. И так остался здесь уже который год. На самом посчитайте, сколько лет. А конкретно я занимаюсь коневодством с 94 года здесь. 1994 года. Ну и, конечно, обязательное место посещения — это стела «Полюс холода». Здесь знаменитый символ «Бык холода». Ну и, конечно же, знаменитая надпись 71,2 градуса. Именно эта стела
фигурирует во всех фотографиях, на всех видео, материалах всех, кто приезжает в Аймикон, чтобы прочувствовать мороз. وصلنا أومايكون. أول نفتخر أن أول من يصل أومايكون ويضع العلم السعودي. Надо сказать, что, допустим, для нас все это является таким обыденным, тот же снег, например, но для этих ребят, для туристов все в диковинку. Мы даже вот ехали на купель, на прорубь, и они увидели, как заготавливает мужчина лед, и попросили остановиться. Соответственно, сейчас тоже снимают, фотографируются. Вот, я тоже подошел поближе, но хочу окунуться в прорубь. Стараюсь пока не выходить на мороз, чтобы быть нагретым максимально. Так, ну что, друзья, здесь в багажнике Тахо можно спокойно переодеться, как видите, много места, печки включены на максимум, сейчас будет шоу. Из ребят почему-то никто не захотел купаться, печка, палатка вот эта знаменитая, она сегодня не работает. Вот, вообще не было проезда до проруби, до полыни, но нам сегодня повезло, там все замерзло, и, соответственно, мы можем ощутить на себе на 100% все прелести полюса холода. الربع ده طب ها يا عيال يا عيال اللي يسوي مثله سوي والله اللي ما سويناه اللي يقدر عليه سوي مثله ما عليه Time to go back. والله انك بطل والله Испытано на себе Аймикон полюс холода. Так, друзья, ну что, после купалки очень приятное ощущение. Даже, по-моему, так хочется заняться моржеванием. Но вот сейчас такое покалывание в руках, очень такое чувство бодрости. Но хотелось бы сказать, что как раз мы сейчас есть свободная минута. В багажнике бросил мокрые шорты. Буквально сейчас вышел их, выжал. И взял только в руку камеру. И смотрите, что произошло. Шорты стали колом моментально. Вот такой мороз. Сейчас мы вновь подъехали на Стеллу, где повелитель холода Чисхан вручает сертификаты каждому гостю, каждому туристу. И я еще раз убеждаюсь в том, что ребята не просто туристы, они еще и снимают контент. Действительно, допустим, у самого топового блогера 3 миллиона подписчиков, причем в Снэпчате, в Саудовской Аравии Снэпчат больше распространен, чем Инстаграм. Инстаграм, я так понял, что это такой вторичная социальная сеть. Самое основное это Снэпчат. Так вот, у него 3 миллиона, еще у одного 2,4 миллиона. У остальных может быть примерно по такому же количеству подписчиков. В общем, ну а по вторичной сети Instagram, чтобы вы понимали, где-то в среднем около 700 тысяч подписчиков. Вот у троих точно. Даже несмотря на сильный мороз, ребята очень, можно сказать, трепетно и качественно подходят к процессу. Вот. По-моему, закончили. А нет? عبد الرحمن المطاري
والله استلم شهاده وصول مكان ما حد وصل قبلك. Ну что, друзья, ребята приняли вызов, и есть смельчаки, которые согласились окунуться в воду, но еще сделать лучше, то есть проплыть под водой. Молодцы. Ну что, ребята приняли вызов, мы даже уже уехали с реки и потом все равно вернулись. И, по-моему, будет тоже интересный контент у них. То есть Стив, парень, прям с головой нырнул в холодную воду реки Индигирка. It was good? Good, good. Good. Arab. Good. Go, go. Надо сказать, друзья, что день очень насыщенный. Получается, время летит вообще очень быстро. Сейчас уже, по-моему, что-то в районе 3-4 часов. Уже много успели посмотреть. Ну а эмоции у туристов просто зашкаливают. Вообще, конечно, даже я, как бы человек, который местный, который снег видит каждый год, для меня тоже все это очень интересно. И вообще надо сказать, что на протяжении нескольких лет подряд, когда мы организовывали ралли-рейд «Полюс холода», где-то лет 6 подряд, наверное, сюда приезжал. И вот в связи с пандемией и так далее, очень давно здесь не был. И прямо сейчас у меня прям переполняет чувства, эмоции. Просто красота. Вот посмотрите, я стою здесь, и вот за моей спиной вот такой красивый пейзаж. Вечером по программе пребывания на полюсе холода был концерт, где туристы могли познакомиться с нашей культурой, традициями и песнями. Вся программа снималась на телефоны, а когда заиграл Хамус, туристы даже вышли на сцену. И мне сначала стало немного не по себе, но с другой стороны, суммарно через камеры смартфонов арабских блогеров эту программу увидят более 20 миллионов человек. Друзья, сейчас вечер, и мы находимся не в Аймиконе, а в Тамторе. Как раз хотелось бы затронуть тему связи. Интернет в Тамторе работает 4G, МТС. Связь хорошая, можно загружать видео. Вы помните, что наши ребята, они блогеры, миллионники. Поэтому для них, наверное, самое важное — это заливать контент в соцсети. И поэтому сейчас в машине находится 4 человека, которые прям монтируют в Снэпчате, накладывают музыку и выкладывают для своих пользователей. Вот на улице около 45 градусов, ночью, наверное, будет похолоднее. Но сейчас, думаю, как зальется весь контент, то поедем обратно в Аймикон. Так, ну что, друзья, всем привет. Так как я сегодня, ну и вообще в этой поездке водитель, то утро это начинается с гаража. Гараж в Тамторе.
И, соответственно, сейчас, слышите, работает Эбершпехер, подогревает. Проверил масло, все жидкости, все в норме. Чуть долил антифриза и сейчас будем заводить, запускаться. Все, сегодня нас ждет путь. Скорее всего, будем без остановки двигаться до Якутска. Это старая советская печь. Да. Мощная. Сколько градусов держит? 15 есть, да? Где-то? Тепло же? Да, где-то около 10. 10, да? А если топить? А на улице минус 50, да? Минус 50, да. Вот такой гараж, ангар. Ну, совет всем, кто собирается ездить по трассе в мороз, когда есть возможность ставить в теплый гараж, обязательно приоткрывайте окна на ночь. В моем случае я еще и приоткрыл люк, потому что он тоже используется нашими ребятами-блогерами. Вот. Это делается для того, чтобы все подсохло и не было никаких проблем с лишним конденсатом и так далее, чтобы двери открывались. При выезде из гаража через несколько минут нужно открыть-закрыть все двери. Вдруг где-то внизу на резинках скопилась влага, чтобы двери не примерзли. Хотел на примере это вам показать, но все двери вроде нормальные. Вот, багажную открывал, чуть-чуть уже прихватило холодом. А вот от гаража буквально проехал чуть-чуть. Вот гараж здесь, вот гостиница. Сейчас ежедневная небольшая приборка в салоне. И наша группа уже с Аймикона выехала. У нас где-то есть в запасе минут 20. Друзья, ну что, следующий совет касается автозаправочных станций. Здесь очень большие пробеги между заправками, поэтому всегда, в любом случае, если видите заправку, нужно обязательно заправляться. Так, например, в районе Кюбиме есть заправка, и в 150 километрах вот в Тамторе, рядом с Тамтором, поселок Куйдусун, там тоже есть заправочная станция, и в любом случае нужно всегда по возможности держать полный бак. И плюс, конечно, с собой в запасе запас топлива. Вот, это основная группа, сейчас они поехали на заправку, ну а мне нужно забрать своих ребят и, соответственно, все мы стыкуемся и едем уже дальше. По маршруту нас ожидают еще некоторые достопримечательности, включенные в программу. Короче, приехали ребята с Аймикона, и наши им тут рум-тур устраивают. Вот здесь такой большой коридор, проход в баню, там душ. Вся программа была в Аймиконе. يلا 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 يود هذه ترويج هنا لا ما عندي تجوال عندي شريحه روسيه اوه شوف صاير وجاي من هنا رياض كم من وين ماشي وين Кстати, немного статистики. Вчера ребята добрались до интернета, как вы знаете, запостили видеоматериалы в Snapchat и сегодня показали уже вот у одного, не самого топового парня, просмотров 15 миллионов. 15 миллионов просмотров его постов в Snapchat. И это даже не за 12 часов, даже чуть поменьше.
Завораживающие виды Аймекония, пронзительно чистый морозный воздух, экстремально низкие зимние температуры, огромное количество снега. Эти впечатления надолго запомнятся нашим гостям-туристам. Возможно, кто-то из тех нескольких десятков миллионов человек, которые сегодня посмотрели контент арабских блогеров, уже в следующем году посетят этот же туристический маршрут, чтобы на себе испытать все эти невероятные ощущения, которые для нас являются обыденными ежедневными. Мы живем в поистине уникальном крае. Нас окружают такие красоты, и чтобы их увидеть, нам достаточно просто приподнять голову, отвлекшись от повседневной рутины. А кому-то нужно пересечь континенты, чтобы запустить северный салют, поесть строганину или окунуться в холодную индигирку. Друзья, берегите себя и цените то, что имеете. Испытано на себе.